Здравствуйте, уважаемые родители. Меня зовут Минина Татьяна Владимировна. Я воспитатель МАДУ 83, детский сад города Сыктывкар. И сегодня мы с вами поговорим о пальчиковом игротренинге. Каждому родителю приятно, когда у ребенка умелые пальчики, когда он хорошо держит карандаш, рисует красиво и аккуратно, также строит, конструирует. А если ребенок еще и говорит чисто и понятно, это вдвойне приятно. Но неловкость пальцев говорит о том, что мелкая моторика еще недостаточно развита. Что такое мелкая моторика? Это согласованные движения пальцев рук, умение ребенка пользоваться этими движениями. Головной мозг, пальчики рук и артикуляционный аппарат очень тесно взаимосвязаны. Ребенок со скованными движениями неумелых пальцев остается в психомоторном развитии, и у него возникают проблемы с речью. Именно пальчиковый игротренинг стимулирует речь, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. Так что же такое пальчиковый игротренинг? Это совмещенные приемы, нетрадиционные и традиционные, в играх с пальчиками. И также использование нетрадиционного материала. Что туда входит в этот пальчиковый игротренинг? Это массаж с различными предметами, игры шнуровки, пальчиковые игры, нетрадиционные техники рисования, песочная терапия, также игры с крупами, семенами и с мелкими различными предметами. Итак, сейчас я с вами вас познакомлю с ними. Итак, массаж с различными предметами. Это не значит, что надо сразу сейчас бежать в магазин и покупать массажер. Нет. Массаж можно делать с теми предметами, которые находятся у вас под рукой дома. Ну, например, у каждого есть прищепка. Прищепочный массаж. Это что? Это каждый пальчик вот так вот прищепочка делается. На одной руке, на другой руке прижимают туда и обратно. Вот это называется прищепочный массаж. Еще дети у меня очень любят несколько прищепок на пальцы прикрепить и вот играть таким образом, типа они волк или медведь, и это у них когти. Вот. Что же дальше? Массаж орехами грецким. Вот грецкий орех берете, катаете на ладони. Можно катать по столу одной, потом другой рукой. Можно катать в одной руке, в другой руке. Прижимать, сжимать. Когда ребенок этому научится, можно взять 2 ореха. И точно так же. Но размеры должны быть разные. Один большой, другой поменьше. Даже катать, опять же, по столу, по плоской поверхности, в руке, в другой руке или опять же на ладони. Следующий массаж шестигранным карандашом. Вот, тоже есть дома у всех. Что же мы делаем? Опять же катаем его. Это упражнение называется «Разводить огонь». Можно катать одним пальчиком. Одним пальчиком. Можно ладонью. Можно играть на пианино. Это то есть вот, задевать каждым пальчиком карандаш. Так, что же еще можно с этим? По столу, утюжок называется. Вот так вот можно делать массаж карандашом. Массаж зубной щеткой. Также сверху вниз гладим щеткой пальчики ребенка. Верхушку пальчиков массируем.
Ребенку приятно, щекотно. Так. Следующий, значит, массаж мешочками. Это как? Значит, берется материал, шьется мешочек, и туда вкладывается крупа, любая. Можно даже горох, бобы. И вот ребенок узнает, что же в этом мешочке. В это время он массирует пальчики рук. Вот горох. Можно туда соль положить. Должен угадать, что же там. В это время пальчики массируются. Если есть, конечно, массажный мячик, то можно и массажным мячиком. Та же схема, как и у грецких орехов. Вот. Тоже катаем по столу, сжимаем. Та же схема работает с бигудями. Опять же, катаем по столу одной рукой, другой, сжимаем. Есть еще в аптеках продается вот такой массажный мячик, шарик, суджоку. Тут идет аннотация. Мы тоже применяем для массажа этот шарик колючий. В этом шарике еще есть такие интересные штучки. Вот. Проволочки, вот эти колечки. Вот их одеваешь на палец, массируешь палец. Опять же говорю, если нет возможности купить, заменяем предметами, заместителями, например, та же самая резиночка для волос. Вот. И массируем пальчик. Можно также массаж шишками, точно так же, как с грецким орехом, так же, как с мячиком. Вот эффект тот же самый. У всех, наверное, на даче, в лесу там или у бабушки в деревне шишки есть. Вот так же. Такая же схема. Эти катаем, сжимаем. Можно даже вот так делать. Так, вот это массаж с различными предметами. Дальше что? Дальше игры-шнуровки. Что такое игры-шнуровки? Вот простая игра. Это для младшего возраста. Вот. Сюда продеваются шнуровочки. Игры-шнуровки развивают мелкую моторику, пространственное ориентирование, усидчивость и терпение. В быту мы часто сталкиваемся с такими. Например, ботиночки завязать ребенок в подготовительной группе не может иногда. Вот. Большинству к игры-шнуровкам идет аннотация. Вот тут уже видите побольше отверстий. И надо продевать. Но еще можно вот, например, бак пристроить. Ребенок постарше может выполнять узоры по нарисованным заданиям, обучаясь произвольной деятельности, развивая наглядно-действенное мышление и пространственное ориентирование. Вот еще хочу показать такая игра-шнуровка, тоже усложненная уже, для девочек. Подсолнух, много отверстий. Сюда надо прикрепить божью коровку и пчелку. Если нет возможности купить готовые игры-шнуровки, можно сделать самим. Например, взять цветной картон, вырезать силуэт бабочки, машинки, проделать отверстие, взять шнурок, и как бы ребенок будет играть. Вот можно такой способ сделать. Например, вот шнурок и цветные фломастеры, старые уже, нужные, которых можно было выкинуть, но тут применили к игре шнуровки. Вот игра называется «Сделай бусы».
Ребеночек продевает. Составляет такие бусы разноцветные. Выбирает цвета, какие ему хочется. Вот бусики. Можно делать самим. Так, что же еще? Можно самому ребенку сочинять узоры и орнамент. Или попробовать пришнуровать детали игрушки. Не так, как указано в схеме. Тренироваться необходимо везде, всегда, на всем, что можно застегнуть, завязать, пришнуровать. Ну, особенно можно тренироваться на ботинках у папы или у самого ребенка, если есть шнуровка, конечно. Пальчиковые игры. Пальчиковые игры развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию. Простые движения помогают убрать напряжение не только самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение звуков, потому что почти все пальчиковые игры сопровождаются стихами, словами. В общем, чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше говорит ребенок. Пальчиковых игр очень много, они разнообразны, и поэтому разделили их на несколько групп и определили назначение. Например, это пальчиковые кинезиологические упражнения, игры манипуляции, театр в руке, пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук и сюжетные пальчиковые упражнения. Сейчас я все это вам объясню, что такое. Что же такое пальчиковые кинезиологические упражнения? То есть гимнастика мозга. Ну, например, упражнение колечки, где поочередно, перебирая пальцы рук, соединяя в кольцо с каждым пальцем последовательно. Другой рукой, двумя руками. Кулак, ребро, ладонь. Это последовательно менять 3 положения. Например, сжатый кулак, ладонь, ну, это на столе можно делать, и ребро. Говорите ребенку: кулак, ребро, например, ладонь. На следующую руку: кулак, ладонь, ребро. И вместе: кулак, ладонь, ребро. Ухо, нос. Левой рукой надо взяться за кончик носа, правой рукой за кончик уха и менять местами. Вот попробуйте сами. Симметричные рисунки. Это надо рисовать руками в воздухе, как в зеркальном положении. Например, сначала взрослый показывает ребенку нарисовать, ну, например, яблочко, да? И ребенок в зеркальном отношении повторяет за ним яблочко. Вот. А потом уже ребенок сам двумя руками рисует яблочко, следит за движением пальцев рук. Вот это такие упражнения. Игры манипуляции. Ну, всем известно, как это игры ладушки-ладошки, где были у бабушки. Сорока-ворона кашу варила. Это для малышей. Для старшего возраста этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, этот пальчик папочка, этот пальчик мамочка, этот пальчик я. Вот и вся моя семья. Дружба – это соприкосновение пальцев рук. Дружат в нашей группе девочки и мальчики. С вами мы подружимся, маленькие пальчики. 1, 2, 3, 4, 5. Захотели поиграть. Эти упражнения ребенок может выполнять пока со взрослым, пока выучит слова, выучит движения, а потом и сам самостоятельно будет. Они развивают воображение. В каждом пальчике ребенок видит какой-то образ.
Следующие пальчиковые игры – это театр в руке. Это небольшие фигурки, которые ребенок и взрослый может одевать на палец. Вот. Еще тут у меня. Так, они используются для инсценировки сказок, историй. Ребенок может самостоятельно играть или с помощью взрослого. При игре важно работать разными пальцами или парами пальцев. Вот кто говорит там или что-то. Так. Или, например, одной рукой или двумя руками. Есть еще вот такие продают. Деревянные пальчиковые. Тоже можно в общении делать. Дедушка спрашивает внучек, куда она собирается и так далее. А можно и сделать своими руками. Вот, например, вот такой колпачок, такие колпачки от шампуня превратились вот в таких героев интересных. Можно разыграть любую историю или сказку. Также еще есть игры топотушки называются, которыми тоже можно разыграть сказку. Например, берете картинку, вырезаете 2 отверстия для пальчиков, вот, и обыгрываете сказку. Вот пришел поросенок. Ребенок сам может раскрасить эту картинку. Вы можете заламинировать, чтобы она была прочная. Если нет ламината, скотч. Вот так. Не хочет. Так, все это помогает с развитием координации движений, позволяет повысить общий тонус, развивает внимание, воображение, снимает психоэмоциональное напряжение. Пальчиковые игры с сочетанием массажа кистей и пальцев рук. В данных упражнениях используются традиционные для массажа движения. Это разминание, растирание, надавливание и пощипывание. Например, моем руки под горячей водой. Вот. Надеваем перчатки. Каждый пальчик большим пальцем и указательным сверху вниз массируется. А потом растираем водой. Таким же образом, давайте погреемся, тоже вот это упражнение. Засолка капусты. Это когда ребром мы массируем ладонь или режем. Например, мы капусту рубим, мы капусту жмем, мы капусту солим, а потом ее жуем. Видите, все везде массаж, растирание. Вот. Сюжетные пальчиковые упражнения. К этой группе относятся упражнения, которые позволяют детям изображать мебель, потом что же, транспорт, может быть, каких-то животных сказочных, птиц, насекомых. Ну, например, петушок, да, для маленьких детей. Как кричит петушок? Кукареку! Так. Ну, например, распускается цветок. Можно, конечно, кулачком показать, там пальчики разгибаются, и цветок распускается. А можно вот 2 ручками, цветок распустился. Также, например, замок. Есть такой. Значит, на двери висел замок. Никто его открыть не мог. Постучали по коленкам, постучали, покрутили, повертели, потянули и открыли. Ну, сюжетное. Вот сейчас расскажу вам такое упражнение, достаточно для, как сказать, старшего возраста. Вот, домик делаем, говорим. Под грибом шалашик домик.
Там живет веселый гномик. Мы тихонько постучим, колокольчик позвоним. Двери нам откроет гномик, станет звать в шалашик домик. В домике дощатый пол, на полу дубовый стол. Рядом стол с высокой спинкой, на столе тарелка с вилкой. И блины горой стоят, угощение для ребят. То есть массаж живота. Вот это сюжетные пальчиковые упражнения. Их очень много в интернете, уважаемые родители. Можно скачать, посмотреть, поиграть. Так, техника нетрадиционного рисования тоже является частью пальчиковой игры тренинга. Ее очень много. Например, с 7-8 месяцев с ребенком можно рисовать пальчиком. Это окунаем пальчик в краску и на листочек наносим какие-то там точки, украшаем, например, чашечку, да, горошек украшаем. Какие-то следочки делаем, кто-то пошел куда-то к домику. Также рисуем ладошками, тоже окунаем в краску и на листочек. Потом эту ладошку можно превратить с того же петушка, восьминожку или еще, как у вас фантазия работает. Так, чем еще можно рисовать? Поролоном, печати поролоном, картофельными оттисками, печатками. Так, затем отпечатки листьев. Листочки тоже в краску кладутся, потом на бумажку. Так, волшебные веревочки точно так же. Ватные палочки. Краску рисуем ватными палочками. Так, что же еще можно? Путем набрызга. Это краску набираем на щетку и кисточкой проводим, брызжем. Получаются такие разноцветные брызги. Несколько, если взять краску. Вот. Ну, печати по трафарету и пластинография. Пластинография – это когда рисуется рисунок, и потом берется пластилин, размягчается, разогревается он. Когда он мягкий, ребенок нажатием, сильным нажатием рисует, как будто бы вот заполняет так, место вот этого вот рисунка. Вот, и получается очень красиво. Песочная терапия. Метод терапии, способствующий более качественной коррекции речи ребенка и развитию эмоционально-волевой сферы. Песочная терапия также обогащает словарный запас ребенка, развивает связанную речь, побуждает детей к активным действиям и развивает фантазию, ну и воображение. Есть специальные планшеты, наверное, уже видели с подсветкой, на которых дети рисуют песком, потом рисуют на песке различными предметами, затем создают композиции из окружающего мира. Ну, можно, конечно, сделать руками, своими руками такой планшет, но нет возможности, например, ни купить, ни сделать руками. Есть еще один простой, доступный вариант. Значит, берем небольшую емкость, например, контейнер или тазик, насыпаем туда песок. Но чтобы песок не валялся по всей квартире, находим определенное место для игры. Например, можно играть на стульчике для кормления, если маленький это ребенок, или за обычным столом. Можно поставить этот тазик, более большой тазик, чтобы песок высыпался туда. Вот. Можно даже ребенку предложить поиграть в ванной комнате, постелить в ванной коврик, и вот пусть там он играет с этим песочком. Показать ребенку нужно, как можно глубоко погружаться в песок, руки погружать, перетирать его ладонями, сжимать, просеивать. Делать самомассаж получается. Маленький ребенок, конечно, вам ничего не скажет, а вот кто умеет говорить, надо, чтобы он говорил, какие ощущения он испытывает при этом. Например, мне нравится погружать руки в песок. Я чувствую, что песочек теплый, мне приятно, или вот такое вот.
Проводить упражнения на развитие мелкой моторики рук, пальцев ходят еще, например, гуляют. Разные зигзагом можно гулять. Прыгают, играют на пианино. Вот такие можно проводить упражнения. Можно песок сделать потом сырой и оставлять отпечатки рук или отпечатки каких-то игрушек. Можно даже отпечатки ступни, если вы позволите это ребенку. Можно отпечатки геометрических фигур, как раз он закрепит название и величину этих геометрических фигур. Например, можно сыграть в сыщика. Закопаете песочек какой-нибудь предмет, ну и сказать, вот ищи клад или там кого-то игрушку такую-то вот надо найти. Вот. Песочная терапия является важным моментом в развитии тактильной чувствительности. Я напоминаю вам, что развитие тактильных ощущений ребенка напрямую связано с развитием речи и интеллекта. Игры с крупами и семенами. Для таких игр пойдет любая крупа, имеющаяся у вас в доме. Фасоль, гречка, рис, что еще, пшено, манка. Так, игры, и пусть при этих играх у вас будут под рукой орехи, пуговицы, мелкие игрушки какие-нибудь, небольшие машинки, миски разного размера, ситечка, игрушечная посуда, пинцет, мерные ложки, в общем, что попадется. Так. И чтобы крупа не валялась, опять же, по дому, мы опять находим место для игры. Какие же можно упражнения и полезные игры проводить с крупами? Можно перекладывать крупу из миски в миску с помощью мерной ложки. Пересыпать крупу из миски в миску с помощью небольшой какой-нибудь кружечки. Пересыпать в бутылочку пластиковую с помощью воронки. Сгребать крупу, например, игрушечным эскаватором. Перекладывать крупу с помощью пинцета. Бросать крупинки в небольшое отверстие, например, в горлышко пластиковой бутылки или в коробочку. Да, искать в крупе клад, так же, как в песке, мелкие игрушки. Искать в манке, в соли или в муке игрушки тоже можно. Нанизать макароны, даже вот макароны по типу вот этой игры, нанизать на шнуровочку. Так, еще что можно сделать? Например, сортировать разную крупу по цвету и форме. Еще можно, например, рассыпать в один тазик фасоль, гречку, ну, например, что еще? Рис, макароны. И поставить ребенку чашечки и сказать, вот я перепутала, что-то у меня сегодня случилось, вот так все перепуталось, мешочки развалились, и крупы перепутались. Пожалуйста, помоги маме, разбери все по мискам. Вот сюда положи фасоль, сюда гречку, сюда рис. Ребенок с радостью вам поможет и поиграет в это время. Вот такие игры. Еще можно, например, нарисовать рисунок, и ребенок может выложить по этому рисунку, например, шаблон, да, взять, нарисовать баночку, и поэтому ребенок вот складывает, выкладывает крупой или фасолью, чем угодно, этот рисунок заполняет. Итак, дальше. Какие же игры есть с различными мелкими предметами? Ну, например, со спичками. Если, конечно, у вас такой вот определенно спички детям не игрушка, то можно заменить зубочистками или какими-нибудь счетными палочками. Вот, например, выложить такие фигурки. Самолет,
Вот башня, машинка, флажок. Тоже, уважаемые родители, есть такие рисунки в интернете. Можно скачать вот, и поиграть с ребенком. Так, еще можно, это же игра, например, головоломки со спичками. Опять же говорю, если спички не игрушка детям, зубочистки и счетные палочки. Надо переставить палочки так, чтобы рыбка плыла в другом направлении, корова смотрела в другую сторону, тоже потом домик поменял свое направление. Вот такие тоже головоломки можно найти в интернете. Так, скрепки. Какие же игры можно играть со скрепками? Вот я предлагаю вам. Например, можно строить, цепочку построить, это соединить скрепочки. Для интереса можно сделать из картона голову змеи, например, и продолжить змейку. Построить различные фигуры. Из картона вырезать различные предметы и попросить ребенка украсить эти предметы. Также вот, например, игра «Прицепи столько прищепок», не прищепок, этих скрепок, сколько, например, слоников, сколько звездочек, сколько ты видишь на картинке китов. Детям постарше уже можно собирать цифры скрепками. Такие интересные игры. Пуговицы. Так, вот, например, вы можете связать такой конструктор. На одном конце отверстие, на другом пришивается пуговица. Что мы делаем с этим конструктором? Мы можем просто сделать дорожку, да, и цепочку. Можно сделать колечко. Вот. Или, например, цепочку из колечек. Вот, пожалуйста. Еще можно сделать, например, в кукольном уголке у девочки коврик, нашить пуговицы в разном направлении и вырезать из материала цветочки, листочки. И вот каждый день пусть ребенок меняет узор на своем коврике. Сегодня он здесь цветочек прилепил, в другой раз тут составит другую композицию. Так, отличным занятием, направленным на развитие мелкой моторики и тонкой моторики, станет игра резиночки на пальцах для малышей. Значит, есть такие карточки, я тоже их скачала с интернета. К этим карточкам нужны резиночки, и задание дается ребенку по карточке сделать точно так же, найти такие же по цвету резиночки и надеть на тот же самый палец, как нарисовано на картинке. Вот такие рисунки с резиночками игры. Еще есть, можно, например, взять обыкновенная доска, силовые кнопки, вот, сделать, и составь узор резиночками, например. Вот сидит ребеночек и придумывает разные узоры. Занимательная игра. Дети очень хорошо играют. Главная задача, чтобы ребенок
ребенку было все-таки интересно заинтересовать. Так, игры с прищепками. Они развивают силу рук, соотносящие движения. Так, сначала надо научить ребенка отцеплять прищепку, например, потому что отцепить прищепку, чем ее прицепить, намного проще. Нацепили, например, прищепку на коробочку и скажи: помоги мне, пожалуйста. Ребеночек уже умеет снимать, например, научился. Дальше надо ребенку показать, как прищепка открывает свой ротик. Объяснить ребенку, что откроет ротик прищепка, например, крокодильчик будет, да, или рыбка. Прищепка только тогда, когда ты нажмешь сильно двумя пальчиками, только тогда откроет рыбка или крокодильчик ротик свой. Если у малыша уже получается с нужной силой нажимать на прищепку, раскрывать и закрывать ее, то покажите, например, такие упражнения, дайте поиграть ребенку. Например, собрать цепочку из прищепок. Прищепки у всех дома есть. Ну и так далее. Так. Например, также можно протянуть веревочку от одной спинки стула к другой спинке стула и попросить повесить белье. Носовые платочки или еще что-нибудь. У куклы белье, носочки. Вот ребенок закрепляет вот это тоже умение играть прищепкой. Мы еще играем в детском саду, собираем, например, грибы. Вот такие трафареты у нас грибов. Ребенок выбирает себе любой гриб, бежит и цепляет к веревочке гриб. И вот собрал, сушим на зиму. Так. Разложи по цвету можно. Например, берете какую-нибудь миску, и ребенок, или коробочку, например, зеленого цвета, да, и прицепи к зеленой коробочке только зеленые прищепочки, а к красной коробочке прицепи только красные прищепочки. Вот. Так. Еще следующая игра очень нравится и маленьким, и даже подготовишкам. Вот такие трафареты тоже в интернете есть. Я нашла, распечатала. И я говорю, вот сегодня мы будем с вами врачами. Будем лечить солнышко. Чего не хватает? Не хватает лучика. Вот. Лучики строят они. Что не хватает тучки? Тучки дождика не хватает. Опять же. Потом мы также лечим, например, жучка. Тут уже надо подобрать по цвету. Какой цвет, какая прищепочка. Например, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой и синий. Пожалуйста. Если, дорогие родители, нет у вас возможности скачать с интернета, выпустить это все, то можно самим взять цветной картон и, например, вырезать кружок желтый, то же самое солнышко, тучку и так далее. Такие игры с прищепками. Ну, а в более старшем возрасте мы можем научить, например, ребенка из прищепок собирать разные фигурки. Сейчас я вам несколько фигурок покажу.
например, фигурка самолет. Здесь прищепки заменят вам конструктор. Конструктор дорогой, а прищепки дешевле. Так, например, самолет, да? Делаем крылья. Вот такой самолетик у нас получился. Вот. Можно усложнить этот самолетик, приделав ему другие части. Например, он будет у вас реактивный. Вот такой. Или даже звездолет какой-нибудь. Вот. Еще что можно сделать, например. Опять же, в интернете очень много таких примеров. Можете оттуда взять. Так. Ну, сделаем мы с вами сейчас оленя. Это вот ножки у оленя. Он будет у нас стоять. Ну и рога. Вот, пожалуйста. Ну, олень, чудо-олень. Так, что же? Очень дети любят играть в динозавров. Так, сейчас мы измастерим из прищепок динозавра. Тоже более сложный вариант. Вам сначала самим надо научиться, а потом научить своего ребенка. Так, делаем ему шею и голову. Это у нас хвост. Вот у нас получился динозавр. Вот такой динозавр. Он стоит. Можно играть. Ну вот. Так, мы можем прищепками заменить конструктор. Дорогой. Итак. Запомните рекомендации мои, уважаемые родители, что пальчиковый игротренинг должен быть обязательно разнообразным, эмоционально приятным, неутомительным и динамичным. Играйте с детьми, фантазируйте, развивайте речь. Всего вам доброго.